миңа 34 яшь, быел 35 була. Мин Мәскәүдә 2007 елдан яшеймен инде, торамын. Монда мин үзем Казаннан килдем. Всероссийские олимпиадаларда катнашып, высшая школа экономики турында белдем. Экзамен буенча анда укырга кирдем. Мин инде хәзер 17 яшь Мәскәүдә яшим. Һәм мин сезнең күбесе сорауларыгызга җавап бирә аламын. Менә Мәскәү турында нинди кайгыруларыгыз бар, менә нәрсә, нинди берәр проблемаларыгыз, ничек аларны ияләштерергә, менә сезнең җайларга, сезнең сорауларыгыз булса, мин аларга сезгә җавап бирә алам. Менә берәр нинди. Ну, ярар, икенче менә ярар, уйлагыз үзегезнең сорауларыгыз турында. Мин менә шулай әйтермен. Менә минем өчен Мәскәү ул менә шундый бик каты хал алдыртырган шәһәр. Мин менә һәр 2 ай, 3 ай Казанга барырга тырышамын. Менә ничектер хәлне аларга. Основной посыл, он такой, чтобы в Москве как-то успешно жить, нужно вот где-то найти свой источник силы. Вот, что Москва по умолчанию стремится вот как бы забрать у вас все силы. И если вы не думаете о балансе сил, то она вас изматывает, вы устаете, становитесь злым, ну и так далее. Вот. И вот мои вот эти 17 лет жизни, они были вот связаны с этим преодолением. Вот как это преодолеть и жить в городе комфортно. Вот. И я вот в этой области какой-то значительный опыт накопил. Поэтому я предложил, что если у вас есть какие-то вопросы по этой теме, то я готов. Да, хорошо. Как вас зовут? Меня зовут Аделия, и я здесь живу в 3-й год. И столкнулась с такой проблемой, что для меня Москва теперь ассоциируется со стрессом, с напряжением, с какими-то переживаниями, а Казань, откуда я родом, ассоциируется наоборот с семьей, с чем-то приятным, комфортным. И поэтому я понимаю, что в Москве у меня здесь все открыты дороги для развития, но здесь мне очень грустно и одиноко. И всегда тянет обратно в Казань. Начну с того, что все мои товарищи, которые вот там из Башкортостана, Татарстана, большинство из них уехало обратно в Казань, в свои города. Кроме тех, у кого не было выбора, там, они в каких-то там городах жили, некуда там возвращаться, вот. Во-первых, я что заметил, да, что, вроде бы везде метро есть, да, но метро, согласитесь, не так близко находится, как у нас в Казани автобусная остановка. То есть, мы жили, и всегда остановка где-то в 3-5 минутах. А тут метро может быть, 7 минут, 8 минут ходьбы, да? 30. Да, далеко может быть, да, кто-то надо даже на автобусе ехать. Вот. И вот мы все время стремимся это расстояние как можно быстрее преодолеть. И я заметил, что я намного быстрее ходить стал. Вот в какой-то момент я приезжаю в Казань, и я быстрее любого своего знакомого хожу, да? Московский шаг. Откуда он возникает? Вот это стремление расстояние до метро пройти как можно быстрее. И в метро очень много людей, толкучка, и вот когда толкучка, суета возникает. Когда перед ковидом, помните, там же было, что всех домой отправили, и еще люди не разъехались по домам, как бы. И вот в городе раз неожиданно, тихо, пусто стало. И реально спокойствие наступило. В метро идешь, никто не суетится, все нормально. И я вот для себя выработал такое, что я начал себя заставлять ходить медленным шагом. Вот что бы ни было, я буду идти медленно. Я не буду вот в этот цейтнот, который меня постоянно стремится загнать в город. Я не буду в него входить. Вот, например, это ежедневно, это может смешно казаться, но это работает. Потом, вы приехали, вы здесь одна. То есть к этому надо осознанно отнестись. Возможно, у вас есть какой-то 4-юродный, 5-юродный дядя. Вот, ездите к нему, да. У вас есть штаб. Приходите в штаб каждую неделю. Вот. Оказалось, что там социальные связи, выстраивание социальных связей, это не какие-то там шутки, да, что это
А что это действительно... Ну, в Казани как бы у нас огромное количество социальных связей, да? Есть родители, тетушки, бабушки, братья, там, одноклассники, и можно всегда к кому-то прийти, да? А тут у тебя никого нет просто. Вот. И там, ну, 1-2 человека, и ты не можешь постоянно с ними. И, ну, я тоже работал целенаправленно, чтобы я всегда мог там, если я куда-то пойду, у меня было кого-то пригласить, там, условно говоря, я иду в спортзал, у меня есть товарищ, с которым мы ходим в спортзал раз в неделю, да. Есть там, вот, там я в штаб хожу постоянно, да, и там, ну, для любых мероприятий есть какие-то товарищи. И да, в отношения надо вкладываться, то есть вы должны прямо проактивно задуматься, а что вот этому человеку, которого я хочу пригласить с собой, интересно, как бы его увлечь, вот, как бы, ну, то, о чем вы раньше не задумывались, и вам казалось, что это вот, ну, это воздух, и, ну и что, я дышу им, а тут оказалось, что тут надо за этот воздух социальный бороться. Вот. 1 год своей жизни я жил в Германии, в Берлине. Ну, я выиграл грант, там, поехал в Берлин, учился в Берлинском университете Александра Гумбольдта. И у меня никогда не возникало желания. И, ну, потом я вернулся, все. И меня спрашивали: Булат, ты жил в Германии, почему ты там не остался, да? Ну, то есть там это еще жестче проявляется, вот, социальная изоляция. Но у меня такого не было, потому что я в университете учился, у меня были одногруппники, прочее, вот. Но, допустим, если кто-то из вас захочет поехать куда-то в Америку, в Штаты, да, у меня есть знакомые, которые уезжали одни и потом возвращались жутко измученные и просто пережеванные этим миром, вот. Если вы куда-то поедете за рубеж, вы должны обязательно жениться здесь и уже потом со своим партнером ехать. Вот вы в другой стране окажетесь, это еще большая изоляция. Все. Вот. Поэтому, ну, заранее об этом позаботьтесь. Это просто так не будет. Переехав в Москву, я как-то сепарировался от родителей, а я по природе сам по себе домашний парень. Вот. Поэтому мой вам второй совет: когда вы женитесь, да, вы должны рассчитывать, что даже если вы будете жить в Москве, у вас вот к 18 годам вы должны нацелить своего ребенка отправить в другой город. Это офигительный опыт. В каком плане? Вот, например, я в 17 лет переехал в Москву. В 17 лет вы, может быть, и считаете себя взрослым, но вы все равно еще ребенок. Вот. Но потом вы это поймете. У вас еще нету такого чувства такта. Вот. И если кто-то около вас косячит, вы это четко об этом говорите. Вот. Но также, если вы косячите и живете в общаге, вам тоже об этом говорят. И, ну, вы в другом городе, вы один, вы вот единственная ваша опора — это какое-то чувство справедливости, да, и вам надо быть максимально объективным, адекватным. И вот в этой борьбе вы вдруг начинаете осознавать, какие пробелы воспитания есть у вас. И происходит довоспитание, да. Если вы в своем городе, вы с кем-то поссорились, вы послали их куда подальше, пришли домой, вас там все любят, там отец приласкает, они накормят, все хорошо. А тут вот ты поругался с соседом по общаге, вы так и живете в одной комнате, да, или в одном коридоре, ты никуда от него не денешься, вот. А потом, когда вы вырастете уже взрослым, во взрослый мир уходите, вам никто на какие-то ваши косяки указывать не будет. Вас просто будут игнорировать, и вы будете думать, какой плохой этот мир. А этот мир абсолютно неплохой, он никакого зла вам не желает, да, вот он, ну, просто реагирует вот в соответствии с тем, как вы себя ведете. И вам даже в голову не придет, и вы не поймете. И вот у меня, например, глобальное открытие было, что: Господи, а почему мои родители мне вот этого не объяснили? Ну, это же и очевидно, элементарно, это мне дома должны были объяснить, да? Ну, у меня родители у самого из деревни, да, там, Чистопольский район Республики Татарстан. Ну, они чего-то не могли знать, да? Ну, что они могли дать, они мне дали. Чего они сами не знали, они не дали. Ну, это называется семейные паттерны, но я это называю семейным проклятием. То есть в каждой семье есть свои какие-то плюсы воспитания и минусы, недостатки. И вот эти недостатки воспитания, они вообще, мне кажется, из поколения в поколение передаются. Но один из путей вот преодолеть это вот если вы отрываетесь в том возрасте,
когда вы еще не устоялись. И дальше вот довоспитываетесь в открытом, но более-менее безопасном обществе, сообществе, да. Это, ну, тот хороший университет, в который вы поступили. Вот. И еще я, вот, ну, Рустем, а вы меня всегда вот рекламируют, что я специалист. Ну, я просто начал в какой-то момент изучать добавки там, прочее. Но я вот добавки стал пить, спортом стал заниматься. Здорово. И это как-то меня поддерживает по жизни. Это здорово. Глобальный совет вот вообще на будущее: не пейте, смотрите, что в составе вот кондитерки находится, да, избегайте всяких бензоат натриев, пальмового масла, всяких фосфатов, нитратов. Это все будет точить ваше здоровье. Вот. И ламинат в помещении тоже избегайте. Да? Вот фенол это зло, которое нас всюду окружает. Вот в этом помещении нет источника, практически нет источника фенола. Вот, обычно это ламинат бывает, виниловые обои и натяжные потолки. Но в этом секрет, мне кажется, моего вот более-менее свежего вида к 34 годам в Москве. Да, это все. Sitini de yolğızı bakış Bayıralı konuklar Kanatlarını bayıralı gazaplar Bayıralı mağız Bulasa da sebeplerin Kanatlarını bayıralı sebeplerin Bayıralı mağız Bulasa da sebeplerin Kanatlarını ayıralım sebeplerin Altı kışını para gitmese bakır Alı gazı puanı baksana Bizi de birge kullanamaz Sularım birge vakısana Yolu kızım olmuşu Bilgeni soyun Yüzüne zevkilerin Bilge sını birge şakların Elimiz ademler Ayıralım ağız Bulasa da sebeplerin Kanatlarına ayıralım Gecelerge suyunu Kızıladan giyini Akşamadan seler Bizde gül salırız Sıkılanıp kalırız İmi matur şanımız diyeler Yaşıma yüreğine Kızlara şiyeler Sezi gel, var gibi gel Yaşıma yüreğine Kızlara şiyeler Sezi gel, var gibi gel
Ola tügeline, alsana tügeline, Ziyavana bağlarla şiirle. Bize şeylerine yarattı bize de sınılama, sınılama diyelim. Yaşıka yüreğler kızana şiyeler. Sesi gel, vakti gel diyeler. Yaşıka yüreğler kızana şiyeler. Sesi gel, vakti gel diyeler. Sesi gel, vakti gel diyeler. Tanıma veriler, askerde bu deli, şal şaşır senine. Tanıma, askilere gider, ömür şuna gider. Tanıma, 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 askilere gider, ömür şuna gider. Tanıma, tanıma, tanıma. Tanıma bilesinin okuzu vardı mere. Uyuma pekine uzmana. Simana simana vakti mehzir uzmana. Yakıtın elleri uzmana. Simana simana vakti mehzir uzmana. Yakıtın elleri uzmana. Veriler yaskede bu deli, şal şaşır senede tanıma. Yazıkilere gider, ömür şola gider. Tanıma, tanıma, tanıma. Yazıkilere gider, ömür şola gider. Tanıma, tanıma, tanıma. Tanıma, tanıma, yüreğimde bunlar yanan işleşen bir söz. Aramızdan bir gizli silemin söz. Eksiz matur kızlar ilk şayartasız. Yüreğimi yanlar kanlamışsın. Eksiz matur kızlar ilk şayartasız. Yüreğimi yanlar kanlamışsın. Gözle anlaşılmayı bilir hislerim. Şuna yokma yalnız ünder bilir kişilerim. Eksiz matur kızlar ilk şayartasız. Yüreğimi yanlar kanlamışsın. Eksiz matur kızlar ilk şayartasız.